Баржонтар сатазина дефаткай рахижны фада тылырзыртой оперативон штабы радуным бірді. Эпидемиологону авархынская гананишыма тағдырыштыжы хиппар зина дефатк фаламағдыруам. Уйта ражгауы республикай алы сарагайдыр. Доктор тамын зинатта анаманғы хышт канын қауы. Алла даймагандарую я граждайнак хыш. Витарды Вячеславын хыштымгышка сарджитан дартырдарым барын канын қауы коронавирусынықма профилактиком мазалты қомыш. Ситуация остается у нас в республике непростой. Две больницы, которые уполномочены заниматься лечением больных. К ним добавились еще две районные больницы. Это Ордонская больница и больница пригородного района. Поступают в последнее время больные тяжелые, что обязывает главных врачей госпитализировать обращающихся. Поэтому было принято решение, мы ежевечерне обсуждаем эти вопросы с руководителями медицинских учреждений республики. Мы приняли решение развернуть максимальное количество коек в республиканской клинической больнице. Поэтому дополнительно еще порядка от 150 до 200 мест будет развернуто коечного фонда. Также дополнительно разворачиваются и койки реанимационные для того, чтобы обеспечить всех, кому необходимо реанимация. Закупаются ИВЛ-машины. В общем, количество обращений у нас стабилизировалось. И последние вот уже 2 недели, завтра будет уже 2 недели, как мы вышли, считаю, на плато инфицирования наших граждан. И все же надеюсь, что в ближайшее время, если, конечно, будут выдерживаться все необходимые меры предосторожности и те требования, которые были изложены в выпущенных указах, начнется спад инфицирования и поступления больных в стационары республики. Республика Шарловак профилон вагдатан бабарку тачишылым раштамбиша малкомадан ахушым азалты дартырдыр аражын. Баржонтар саттазинады фаткай республика хижзан капхангай. Питарты Вячеслав Куджага автомой усукушта аражзышты эпидемиологон вавармакашкая. Режим повышенной готовности будет продолжен. И те этапы, которые мы сейчас разрабатываем, если все будет, еще раз обращаю ваше внимание, складываться так, что это позволит нам давать послабление, то мы в 3-4 этапа выйдем на то, что по окончанию последнего этапа снимем тогда режим повышенной готовности тоже. А сейчас пока необходимо сохранить масочный режим, необходимо сохранить и нерабочие дни для тех отраслей экономики, еще раз повторяю, которые будут продолжать простаивать. Это торговые центры, рынки и так далее, то есть места особо массового скопления наших граждан.